Захват и прогиб. Магомед Аздоев повторно отрабатывает свои навыки, но уже на новом ковре. Год для него завершился удачно. 3 золотых медали на международных турнирах. В далеко идущих планах у 15-летнего спортсмена завоевать олимпийское золото. Для этого он уже 6-й год подряд оттачивает свое мастерство в этом зале. До сегодняшнего дня тренировались на старом ковре. Бороться на таком было трудно, а после броска на нем нередко получали ссадины. Тренировки дикают, новый ковер хабен бен, чуарязы тхер хабен. Халк старый ковер бош чуах. Тренировки аюдат что воздух одет получана, воздух ханджер хабен бен, чуади кафет. Спортивная школа Галашки открыла двери для своих первых воспитанников в 2001 году. Ежедневно здесь тренируются порядка 150 человек. Кто-то увлекается боксом, другие предпочитают борьбу и дзюдо. Зал был рассчитан для всех. И за 20 лет службы успел вырастить немало именитых спортсменов. Но время не щадит ничего. С годами спортивный инвентарь пришел в негодность. К нам обращались, не раз обращались. Мы отправили комиссию, начальник команды Ингушетии по греко-римской борьбе Мустафу Чаниева. Приехал, посмотрел, было в плачевном ситуации. Именно в Галашке были ковры 20 лет назад положили. Практически невозможно было в них тренироваться. Тут очень много наших детей. Мы приехали, посмотрели и решили подарить им 2 ковра. Вроде довольны ребята. 2 большие и 1 маленькая груши, несколько канатов и около 200 квадратных метров ковра для занятий борьбой. Все это преподнесли оздоровительному комплексу от Минспорта региона. Это долгожданный подарок, без которого трудно проводить тренировки. Спортивный инвентарь последние 5-10 лет вообще гамельясту. Последний. Так, ханзе, есть состояние, уже истрепаться, да, Деки тышен, да, я баркла алор, то, что я был, я хамажини, то, да, ковер, бемши, покрышки, не, мешок, где, то, канат, не, что ух, да, то. По словам тренеров, отсутствие качественного спортивного инвентаря отрицательно сказывается не только на тренировках, но и мотивации и желании заниматься спортом. При том, что потенциалу у местных ребят не занимать. Все, что новое для детей, это интересно, мотивация для них. Уже хочется ходить на тренировку. Теперь воспитанникам не придется вставать в очередь для тренировок с грушей или подъема по канату. По словам Руслана Белхароева, подобную поддержку они планируют оказывать и другим ФОКам республики. У нас есть ряд спортивных учреждений, где именно занимается спортивная борьба. Мы должны уделять внимание именно олимпийским видам спорта. Мы над этим работаем. Я думаю, в ближайшее время будет все хорошо. Обращаясь к спортсменам, Руслан Белхароев выразил надежду, что в скором будущем они пополнят ряды именитых спортсменов, а они, в свою очередь, будут и дальше создавать для них необходимые условия для полноценных тренировок. Зелимхан Кылоев, Адам Гулоев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.